У тебя был когда-нибудь? Ты хочешь показать? Нет, есть интересный свежий опыт. Огромное спасибо руководству страны, каждому налогоплательщику, каждому гражданину Казахстана за то, что обеспечили ну, вот, просто жильем элементарным, питанием, рассказали, как с сим-картой поступить, с регистрацией, с получением счета. Всем спасибо большое. Вот этот кошмар вообще, просто что он происходит в стране. У меня, конечно, планов выезжать никуда не было вот таким образом. Планы уехать у меня, конечно, были, потому что ничего мне не нравится, что там происходит. Вот. Но по-другому я собирался уезжать. Это все перекроило всю мою жизнь вообще, вся эта война, весь этот кошмар. Надеюсь, все это очень быстро закончится и мы вернемся к нормальной жизни. И семьи, и машины, и квартиры, какая-то недвижимость, там все жалко, все зарабатывалось там с годами. Вот, и как бы тяжело все это вот так вот брать там и перечеркивать, и вообще неизвестность. Я так немного я куда ездил на самом деле, один раз, может, я за границей был, только там туристом в каких-то странах там. Вот, поэтому неизвестность такая полная в стране. Мы, конечно, любим свою страну и вообще очень хотим туда вернуться. Буквально вчера приехал в город Уральск. Пересекали границу очень долго, 2 суток стояли. Вообще нам как бы такие приключения не очень нужны. И до последнего хотели оставаться дома, в своей стране, потому что как бы любим свой дом. У нас там остались семьи. У меня, например, жена, 2 детей остались в России. Но очень срочно принял решение с друзьями покинуть, пересечь границу, поскольку совершенно не хотим участвовать в том, что сейчас происходит в России, в этом военном конфликте, который никому не нужен. Большинство россиян этого не поддерживает, я в их числе. Выходить на площади, заявлять свою позицию — это очень опасно, потому что сразу тебе грозит либо тюремный срок. Мы понимаем, что мы создаем какое-то неудобство для местных жителей, потому что такое количество людей сейчас переезжает. Но большая благодарность, что вы нас принимаете, и принимаете настолько хорошо, что всегда будем вам благодарны за это. Спасибо. Постараемся в ближайшее время как-то устроиться, наладить быт, где-то осесть и подумать, куда либо двигаться дальше, либо оставаться здесь и там, перевозить семью, потому что долго находиться без семьи мы тоже как-то тяжело. Атамекен балалар жасөспірімдер туризм және экология орталығында сенбі күні түстен кейін сағат 5-тер шамасынан бастап осы көрші елден келіп жатқан азаматтарды қарсылап жатырмыз. Қазіргі таңда олар 200-ге жуық. 200 деген адам жатыр. Бізде 2 корпуста. Енді қазіргі таңда олардың жағдайы қалыпты деп айтуға болады. Енді барымызша қолымыздан келгенше көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Асханамыз бар, асханамызда тамақ дайындаулы. Тамақ ішем дегендер барып іше береді.